Всем привет! Сегодня мы познакомим вас с модной ныне техникой микс-медиа. Что такое микс-медиа, Наташа? То есть, если с английского перевести, это смешанные техники. Например, вот здесь у нас использован декупаж, пасты структурные и краски, спреи. Можно в технике микс-медиа сделать альбомы, сделать обложки блокнотов. Ну и вообще просто, если вы хотите украсить что-то, можно сделать на холсте, как мы сейчас будем делать. А с чего вообще начинать этот микс? Вот у меня есть холст. С чего я должна начать? Так, нам понадобится белая краска, нам понадобятся текстурные пасты. Еще очень активно используют штампы. То есть я так и понимаю, что ограничений вообще в этой технике нет, здесь ошибок произойти не может. Да, то есть нету никаких, в принципе, правил. Каждый как видит, так и делает. Как ему нравится, так и делает. Мы сначала клеим декупажные карты. Можно сделать в романтическом стиле, можно сделать в каком-нибудь стимпанк, монохромном, вот, например, да, в каком-нибудь стиле вы хотите сделать. И вам что-то не подходит, не проблема, все можно покрасить. Я вот выбрала себе такую салфетку такую, и я думаю, что я сделаю в романтичном стиле. Ну тогда я выберу себе что-нибудь черно-белое. Но это не будет у меня, например, черно-белое. Если вы видите черно-белый рисунок, да, карту, то есть это не означает, что будет только черно-белое. Вы можете сверху все это потом покрасить, просто легче будет тогда уже создавать фон, так как вы хотите. Ну, на что мы клеим? Можно клеить на клей для декупажа, можно клеить, у нас конкретно есть микс-медиа глу. В принципе, это тот же самый клей для декупажа, да? Агнес по всему периметру у нас решила клеить бумагу. Я буду клеить вот такой вот А4, такие специальные рисовые бумажки. Клей белый, но когда он высохнет, он становится прозрачным. Ну вот, мы приклеили, посушили феном. Агнес, ты себе уже представила, какую картинку, что ты будешь делать? Как ты хочешь? Да, я представила, вот, Наташа, смотри, у меня есть такие вырубки, скажем, окно, скамеечка, забор. Как ты посоветуешь? Советую тебе их отдельно покрасить. И потом уже, когда все готовая работа, тогда уже только их приклеить. А я, чтобы сгладить свои вот эти ровные углы, я же не хочу, чтобы у меня все это было видно, я сейчас возьму пасту с кракелюром, здесь аккуратненько все это, края закрашу, утоплю, так называем, да, и буду сушить. Потом уже дальше буду использовать другие структурные пасты. Еще мы используем шаблоны. Вот сейчас очень тоже стали выпускать специально для микс-медиа шаблоны. В принципе, можно использовать все любые шаблоны, которые продаются в магазине. Ну и пока у меня здесь подсыхает, я думаю, что я хотела бы использовать штампы. Штампы у нас есть силиконовые. Для них, если вы на бумаге штампуете, для них нужен акриловый блок. Есть еще вариант штампа, резиновые штампы. То есть, в принципе, тот же самый. Они тоже приклеены. Вы также наклеиваете на блок, также покрываете краской и также отпечатываете. Вот видите, даже не нужно долго ждать, я еще даже не начала сушить, уже начинают проявляться трещины. Ну вот мы постелили клеенку, чтобы защитить наши столы, потому что мы сейчас будем брызгаться красками и краски, чтобы потом не было, и потом не отмывать сидеть. Мы сейчас просто дома вы можете положить какие-то газеты, какую-то ненужную клеенку, скатерть. Достаточно грязная работа. Да, но зато интересная очень. Для структуры можно что хотите. Можно клеить бинт, марлю, да, если смотря что дома есть.
А я выбираю себе синие тона. Вот такие тонкие элементы тоже приклеиваю на гель. Да, можешь на гель, если тебе сложно, например, да, можешь взять простой какой-нибудь вот клей для скраббукинга. За основу идет коллаж. В общем-то, да, микс-медиа это и есть коллаж. Коллаж только Да, с то есть раньше, да, использованием новое по-новому назвали, а в принципе это техника коллаж. Нет, она включает в себя коллаж, плюс текстурный паст, спрей, все. Потому что коллаж это, по идее, только то, что клеят, да? Вот. А плюс сюда добавили, то есть получается это коллаж, сюда добавили декупаж, да? Сюда добавили еще текстурные пасты разные, спрей, краски. Поэтому есть микс-медиа. Чем больше техник, тем интереснее работать. Ну, вот теперь мы часть покрасили, часть приклеили. Теперь мы возьмем шаблоны, текстурную пасту. Так как у меня здесь уже паста сохнет, поэтому я шаблон не кладу. Пока у меня сохнет текстурная паста, я попробую поставить оттиск. Я принципиально не пользуюсь сейчас акриловым блоком. Я тогда могу частично ставить не только все слово, а какие-то только его элементы, оно как будто будет такое стертое. Я хочу соединить эту работу, скажем, брызгами. Взять надо жесткую кисточку, щетину, например, намочить ее и произвольно пустить капельки по всей работе. У меня почти все, но мне осталось только затонировать выпуклые места. У нас есть такая Inca Gold. Воск такой. Он бывает разных цветов, начиная золото, серебро, бронза и заканчивая яркими зелеными, голубыми, розовыми цветами. Очень красиво, очень удобно в работе. Я хочу оттенить немножко слова. Наши холсты готовы. Вот у меня получился такой вот мрачненький, такой цветной хамелеончик. А у Агнесы очень нежный получился с окошечком. Романтично. Наверное, в детскую комнату, да? Надеюсь, что вам было все понятно. Если что-то было непонятно, спрашивайте, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо всем, до свидания. Пока-пока.